Но в большинстве случаев мы с вами будем не просто вставлять картинку в пустой документ, а вставлять мы будем ее в уже какой-то существующий текст. Ну, например, возьмем за образец вот такой абстрактный текст, поставим курсор мыши в то место, где хотим добавить картинку, и загрузим подходящее нам изображение. Вставка, изображение, загрузить с компьютера. Выбираем нужное и загружаем. Картинка наша добавляется ровно в то место, где у нас стоял курсор, в ту же самую строку. И мы видим, что строка при этом у нас поехала вниз. Почему? Потому что картинка стоит в этой же строке, она занимает какое-то место, и, соответственно, строка подстроилась под размер максимального объекта, который в этой строке есть. В нашем случае это картинка. Это не всегда красиво. Мы, конечно, с вами можем картинку разместить на новой строке, и даже мы с вами можем ее выровнять на странице по центру или по правому краю, ну, в зависимости от того, что нам нужно. Да? Но есть и другие варианты. При клике на картинку у нас открывается вот такая маленькая дополнительная панель, которая позволяет настроить совместное взаимодействие картинки и текста. По умолчанию выбран вариант, который называется «в тексте». При этом варианте у картинки нет свободного перемещения по тексту. Она вот, ну вот где поставили, да, там она у нас и находится. Второй вариант – это обтекание текстом. Уже более интересный вариант. Если мы нажмем на него, то у нас не будет отдельной строки для картинки, а весь текст, который куда бы мы картинку не перемещали, будет располагаться вокруг нашей картинки по периметру. Давайте перетащим ее вот в какой-нибудь большой абзац, чтобы не было разрывов абзаца. И вот мы видим с вами, что есть какой-то единый текст, да, внутри которого стоит у нас картинка, и при этом вокруг картинки немножко пустого пространства, чтобы не накладываться на текст. Здесь же появляется дополнительный выпадающий список поля, который позволяет настроить размер вот этих белых полей вокруг картинки. Можем выбрать один из предложенных вариантов, сделать поля побольше или поменьше. Ну вот, допустим, такие большие или наоборот, еще чуть-чуть поменьше, если хотим, чтобы больше текста у нас сюда влезло. Ну и третий вариант, кнопка «Разбить текст». В этом случае у нас с вами нету отдельной строки, нету в этой же строке, где картинка, ничего больше, и картинка делит текст на две части. Все, что было до картинки, будет стоять выше, все, что было после картинки, будет стоять ниже, чем это изображение. Мы ее можем куда-то перетащить в другое место. Ну и, соответственно, текст опять же разделится на две части, которые будут над и под нашей картинкой. Здесь же можно настроить поля, которые будут работать как отступ сверху от картинки и отступ снизу от нашей картинки.